Здравствуйте. В целом, по сравнению с 2023 годом, в 2024 году в целом по республике у нас недвижимость подорожала на 20-25%. В подорожании недвижимости в основном повлияли факторы стоимости строительных материалов. Также, конечно же, на это повлияла инфляция. И в среднем у нас составляет рост цен на 20-25%. А в сумме это сколько выходит? В среднем стоимость 1 квадратного метра, например, по городу Бишкек, это у нас $1100, а в городе Ош где-то в среднем $900. Это данные за 24 год? За 24 год. А в 23 году как было, если их сравнить? В 23 году, сейчас у меня данные с собой, в 23 году было дешевле на 20%, если 20%, то в среднем в Бишкеке стоимость недвижимости стоила где-то около $1000, а в Оше $700-600. Но по нашему мнению, это в первую очередь недостаточное количество жилых помещений в Кыргызстане. То есть у нас все-таки, хоть и строительная отрасль развивается, но обеспеченность жильем на одного гражданина не соответствует тому уровню, который есть, например, в Казахстане. Да? У нас все-таки мало строится. И во-вторых, стоимость строительных материалов, наверное, тоже влияет на этот фактор. И в-третьих, инфляция. В текущем году мы не ожидаем такого большого роста цен. Мы думаем, что в 2025 году рост цен, то есть цены на недвижимость останутся в том размере, который установлен в 2024 году. То есть такого большого роста, мы думаем, не будет. С учетом инфляции где-то процентов 5-6, наверное, увеличится, но не такой большой рост будет. А в сумме приблизительно сколько это будет составлять? В сумме это приблизительно будет, вы имеете в виду стоимость 1 квадратного метра? Стоимость 1 квадратного метра это приблизительно в той же норме, которая, то есть, как я уже сказал, $1100-1200. Да, у нас есть такая информация, но конкретно в разрезе годов сейчас точно сказать не могу, но в целом у нас по Кыргызстану где-то около 15 тысяч собственников иностранных имеется, зарегистрированных. Это в основном граждане какой страны? Это в основном граждане России. Это, можно сказать, наши же граждане, которые имеют российское гражданство, там зарабатывают и здесь, приезжая здесь, покупают недвижимость. Процентов 80 это граждане России, процентов 10 граждане Казахстана, остальные граждане других стран. Ограничения имеются в отношении земельных участков, то есть иностранные граждане у нас не могут приобретать, быть собственниками земельных участков. В отношении строений, квартир ограничений нет, они, как и граждане Кыргызстана, имеют право быть собственниками недвижимости.
Ну, это в первую очередь экономические факторы, то есть низкая рентабельность строительства в регионах, например, да, то есть та же стоимость строительных материалов, доставка, например, в регионы или в какие-то отдаленные части нашей республики, она как бы удорожает стоимость недвижимости. Во-вторых, платежеспособность населения в регионах все-таки она как бы ниже, чем у населения в больших городах. Поэтому окупаемость самой недвижимости тоже играет немаловажную роль. Также инфраструктурные ограничения, да? Нехватка земельных участков, например, инженерная, транспортная инфраструктура, та же канализация, обеспеченность водоснабжением, вот эти факторы, наверное. И миграция населения. То есть высокая миграция, в основном население у нас мигрирует в крупные города, Бишкек, Ош, либо в Россию или в другие иностранные государства. Да, мы в данное время разработан новый проект Земельного кодекса Кыргызской Республики, который находится на рассмотрении Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики. Оно уже прошло 2 чтения, сейчас готовится к обсуждению к 3-му чтению. И там есть норма о том, что отменить правоудостоверяющие документы государственного права частной собственности на земельный участок, так называемые красные книги, удостоверения на право временного пользования, зеленые книги, на кадастровый план. Документ кадастровый план существует, составляется и в настоящее время, да? То есть согласно закону о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, кадастровый план является основным документом государственной регистрации, подтверждающим и отражающим границы земельного участка. То есть в настоящее время у нами составляется и кадастровый план, и вот эти правоудостоверяющие документы. Во-первых, это в целях сокращения вот этих процедур составления документов. И во-вторых, в кадастровом плане мы планируем внести новые современные методы защиты документа, то есть, как уже говорилось, это QR-коды и другие элементы защиты. Но в последующем, при принятии вот этого земельного кодекса, правоудостоверяющие документы отменяться не будут. То есть те документы, которые выданы до введения земельного кодекса, будут оставаться в юридической силе. Но при осуществлении сделок, например, купли-продажи, да, новому собственнику будет выдаваться кадастровый план. А в целом ранее предоставленные документы не будут отменяться и не будут изыматься. Они будут действительные и они будут юридически значимыми. А вот приблизительно когда планируется внедрение? Это планируется в течение 6 месяцев. Мы должны разработать проект решения Кабинета министров. Это в течение 6 месяцев после принятия Земельного кодекса. Примерно осенью, да? Примерно к осени, да. С введением Земельного кодекса Кыргызской Республики мы планируем прекратить предоставление правоудостоверяющих документов на земельный участок, как я уже сказал, вот этих красных и зеленых книг. Вместо этого мы будем оформлять кадастровый план на земельный участок. В кадастровом плане будут отражены те же параметры, те же данные, которые сейчас вводятся в правоудостоверяющие документы. То есть мы в данном случае не отменяем предоставление документов, а меняем как бы наименование документа. Да? То есть в кадастровом плане будут отражаться те же данные, но с применением
современных технологий защиты от подделок и фальсификаций. То есть, как уже было озвучено, будут применены QR-коды и другие элементы защиты. С другой стороны, эта мера вводится в целях сокращения процедур, проводимых нашим органом. Да. В данное время кадастровый план тоже является в соответствии с законом одним из основных документов государственной регистрации прав на недвижимое имущество. То есть в данном случае мы оформляем и кадастровые планы, и государственный акт. После введения Земельного кодекса мы планируем упразднить правоудостоверяющие документы и перейти только на один кадастровый план. Получается, красные и зеленые книги, что они остаются? Но предоставленные до этого времени правоудостоверяющие документы, так называемые кадастры, то есть красные и зеленые книги, будут иметь юридическую силу и в дальнейшем. Их никто отменять не будет, они будут иметь ту же юридическую силу, которую имели, только при отчуждении земельного участка, при продаже, да, то тогда новому земельному, то есть новому собственнику земельного участка мы планируем предоставлять кадастровый план. То есть при наведении на QR-код система направит пользователя в нашу систему, и из нашей системы будет отражаться сам вот этот кадастровый план, а также ситуационный план, то есть ситуация, то есть местоположение самого земельного участка, идентификационный код, адрес, площадь, плюс будет дана информация из единого государственного реестра, на кого участок зарегистрирован, какие документы, дата регистрации, есть ли ограничения, аресты, залоги и другая. Вся информация о земельном участке будет выдана вам на мобильное приложение. В дальнейшем мы планируем этот кадастровый план внедрить в Түндүк. Собственник земельного участка наряду, например, с паспортом своим техническим, с правами может увидеть там и кадастровый план своего земельного участка. Это процедура массовой оценки стоимости недвижимости. В 2024 году был принят план Кабинета министров по внедрению системы кадастровой оценки в Кыргызской республике. Этот план рассчитан на 2024-2026 годы. То есть к 2026 году мы уже должны будем переходить к кадастровой оценке недвижимости. Что означает кадастровая оценка недвижимости? Кадастровая оценка недвижимости – это массовая оценка всей недвижимости на территории Кыргызской республики. Кадастровая стоимость будет применяться при, например, определении стартовой цены, например, да, земельного участка при выставлении на торги, либо в налоговых целях, то есть исходя из кадастровой стоимости будет облагаться налог на недвижимость. Если стоимость недвижимости высокая, то как бы повышение налога, да? То есть это как бы справедливое налогообложение. При приватизации объектов, либо при других случаях оно будет применяться. То есть каждый раз, когда будет регистрироваться права на недвижимое имущество, мы будем проводить кадастровую оценку. На первоначальном этапе будут определены оценочные зоны, кадастровые оценочные зоны, и по каждой оценочной зоне будут определены соответствующие коэффициенты. Да? Например, центр Бишкека будет отдельной оценочной зоной, где будут свои коэффициенты, рыночные факторы будут учитываться,
И отдаленные регионы, отдаленные части города могут быть тоже определены в отдельную оценочную зону, и там будут свои цены. Да? Это исходя из района и факторов влияния на рыночную стоимость будут определяться. 80 квадратных метров стоимость будет определяться исходя из соответствующих факторов и технических характеристик самого недвижимости. Да? Например, если 80 квадратных метров находится в центре города Бишкек, то будут данные определенные. Если, например, будем исходить из того, что в центре Бишкека стоимость 1 квадратного метра будет составлять 1100, например, да, долларов за квадратный метр. И с учетом факторов, влияющих на стоимость, это, например, доступность транспортной инфраструктуры и другие многие факторы, да? Исходя из этого будет определена цена. И то же самое, например, из стоимости недвижимости в отдалении от центра. То же самое будут рассчитаны соответствующие факторы, цены и другие показатели. Но в данное время у нас идет вот эта работа, пилотный проект идет. Мы в 2024 году заключили соглашение с нашими зарубежными партнерами. Например, есть соглашение с Российской Федерацией, с федеральным государственным органом по геодезии, картографии и регистрации прав на недвижимое имущество о предоставлении технической помощи в этой части. То есть в России система кадастровой оценки уже внедрена, и сейчас специалисты, с помощью специалистов Росреестра мы проводим работу по анализу факторов, влияющих на недвижимое имущество, изучению рынка недвижимости и разработке методики оценки, методики кадастровой оценки. Мы планируем это где-то к маю месяца. Мы завершим эту работу и утвердим методику. И согласно этой методике мы уже с осени будем проводить пилотные проекты по оценке недвижимости. В пилотном проекте мы охватили город Бишкек, город Ош и малые населенные пункты. Это село Кочкор, Кочкорского района Наранской области, Талас и город Карабалту. Нет, эта система на рынок недвижимости, нам кажется, что мы предполагаем, что эта система на рынок недвижимости не будет влиять, потому что у нас рынок недвижимости свободный, цены на недвижимость устанавливаются самими участниками рынка, поэтому эта система только будет отражать данные рынка недвижимости и обеспечивать реальную кадастровую оценку недвижимости, исходя из рынка цен, из рынка недвижимости. У нас такой информации нету. В целом есть положение о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Там таких ограничений нет. Земельный участок в черте населенного пункта могут предоставляться до 50 лет. Другое дело, предоставление земельных участков осуществляется земельными комиссиями на местах. То есть в данном случае вы имеете в виду город Бишкек, да? Или в целом по Кыргызстану такого ограничения нету. Может быть, что земельные комиссии могут ограничить сроки предоставления земельных участков до 5 лет. Есть такие случаи, чтобы
в целях, это обосновано, мне кажется, в целях того, чтобы чтобы был более тщательный контроль за, как бы сказать, для более тщательного или для более тщательного контроля за использованием земель по назначению. В данном случае именно есть пример города Бишкек. Выкуп земельных участков, предназначенных для строительства многоквартирных жилых домов, должно быть выкуплено до введения земель, то есть объекта в эксплуатацию. То есть, если так, исходя из этой логики, в данном случае без выкупа земельных участков, если земельный участок не выкуплен, то объекты в эксплуатацию не вводятся. То есть это повлечет к тому, что объекты не будут введены в эксплуатацию, и в любом случае строительная компания для ввода в эксплуатацию он должен выкупить земельный участок. А если не выкупит? А если не выкупит, то земельная комиссия соответствующего населенного пункта должны осуществить процедуры по выкупу земельного участка или предоставлению другому лицу, по изъятию земельного участка или предоставлению другому лицу. А жилой дом остается, да? Ну, судьба жилого дома, наверное, будет решаться соответствующей комиссией на местах. Да, в этом плане мы ожидаем принятия Земельного кодекса Кыргызской Республики. По результатам принятия Земельного кодекса мы планируем разработать соответствующие нормативно-правовые акты Кабинета министров Кыргызской Республики для того, чтобы уменьшить срок рассмотрения заявок. Плюс у нас будет упрощение регистрации с применением цифровых технологий. И мы предполагаем внедрить механизм подачи заявок в органы местного самоуправления для предоставления земель и с отслеживанием и с возможностью просмотра статуса заявлений. Да? В нынешних условиях у нас предоставление земель происходит от месяца до 3 месяцев. Да? Мы этот срок планируем сократить на первых порах до 2 раз, до двойного сокращения. За 1,5 месяца, получается, да?